присылайте нам свои вопросы. Трансляции на Ютубе и на Фейсбуке мы запустили, нас можно там еще и смотреть. Давайте, наверное, начнем с новости, которая сегодня такая достаточно обсуждаемая и достаточно злободневная, можно и так, наверное, сказать. Это Дни Башкирии в Совете Федерации. Вчера они начались, сегодня они продолжаются. Сегодня утром Ирик Ишмухаметович Елалов сказал нам в эфире, что до сегодняшнего дня, до вот данного момента Башкирия вообще не обращала внимания на подобные мероприятия, которые в Совете Федерации проводятся достаточно давно, то есть Дни регионов. Как вы думаете, с чем это связано? Это было неинтересно предыдущей власти? У нас с Москвой вообще очень такие отстраненные отношения, в отличие, допустим, от того же Татарстана, которые... Были или остаются? Сейчас меняется эта ситуация, потому что есть понимание, что в Москве очень многие решения принимаются, в Москве есть большой объем финансовых средств, которые попадут в те регионы, которые будут этим заниматься очень плотно. И Москва — это тот центр, где концентрируется вся информация, все ресурсы, поэтому не быть там представленным, не иметь там какое-то свое лицо, свою историю, это, конечно, политическая ошибка, потому что вот даже если мы возьмем такие вещи, как отставки руководителя республики, они всегда случались внезапно. Хотя понятно, что такие вещи внезапно не делаются. И но это для нас они так выглядят внезапно, по крайней мере. Ну, они, так скажем, где-то были внезапные для самих руководителей, которых отправляли в отставку. Если бы они взаимодействовали с Москвой так же плотно, вот, допустим, опять же, 2010 год, когда Шаймиев сыграл на опережение и ушел до того, как все было готово. Поэтому и получилось, что передача власти Минниханова, она так гладко прошла в Казани. Поэтому в Москве, конечно, надо быть, и там надо налаживать взаимодействие, там необходимо показывать свои возможности, участвовать в тех проектах, которые обоюдовыгодные. И то, что делается, это вполне правильно и давно назревшая вещь. Нет, все-таки хочется понять, а почему раньше-то до этого никто не додумался? Ну, не то, что не додумались, а здесь по принципу, ну вот мы живем, никого не трогаем, и нас не трогайте. Нам вот удобно, хорошо, мы проблем не создаем, давайте мы и так вот дальше. Каждый как бы сам по себе. О результатах тоже хочется поговорить, которые последуют после этих дней Башкирии. Ирик Елалов сегодня рассказывал о том, что там согласовали очень много проектов на достаточно большие суммы, но все-таки хочется понять, насколько это реально. Ну, согласовать можно что угодно, а выполнить, и хватит ли, во-первых, сил у нас, хватит ли финансов, хватит ли запала этого? Ну, во-первых, согласовать так актуально тогда, когда принимается финансовый документ. Он будет приниматься чуть позднее. Сейчас он только готовится. Во-вторых, действительно, предварительные намерения и реальная строчка в бюджете — это все-таки разные вещи, поэтому по осени вот и посчитаем этих цыплят, то есть сколько там дополнительно федеральных средств будет выделено на следующий год. И еще один момент. Очень важно показать, что у нас здесь эти средства эффективно используются. Поэтому здесь надо работать постоянно, не расслабляться в связи с тем, что ой, мы там поговорили, все замечательно. Ну, прошло хорошо и отлично, да. Нам все пообещали. Вот, ну, не одни же мы. И всем обещают. И, в общем, политик, который говорит нет, он, конечно же, получает отрицательные отзывы и не получает поддержки, поэтому все предпочитают говорить «да». Но сказать и сделать — это все-таки есть такая дистанция. Опять же, если мы возьмем пример того же Татарстана, они-то работают постоянно. То есть не просто... У нас ведь мало отлоббировать само решение, важно отлоббировать еще исполнение этого решения. Этим наш лоббизм отличается, допустим, от лоббизма там, в европейских странах или в США. Там, если парламент принял решение по какой-то строчке в бюджете, все, оно будет выполняться. У нас это не факт.
Вот это надо доводить всегда до ума, это надо всегда держать на контроле и всегда понимать, что все, что придумано человеком, может быть человеком и отменено. Мгм. Ну, Елалов сегодня, по крайней мере, сказал, что все, что принято Советом Федерации, это прям обязательно к исполнению. Но это в идеале, потому что, естественно, распоряжается непосредственно бюджетом это Минфин, правительство, и с ними тоже надо дорабатывать эти вещи. То есть палаты могут принять бюджет и там все заложить, и все должно быть. Но мы знаем по практике, годовой бюджет, и очень часто деньги приходят в декабре. То есть формально, да, на этот год деньги выделили. Но одно дело получить деньги там в мае, другое дело в декабре. И потом за месяц все в срочном порядке освоивать. По обязательным процедурам. Мгм. Но все-таки хочется понять, это чья сейчас работа? Вот мы подписали вот эти соглашения, нам одобрили, сказали, что дадут деньги. Чья сейчас работа здесь, в Башкирии? Это работа Радия Хабирова или это все правительство должно сейчас бегать и суетиться? Пока работают его связи, пока работает тот политический бэкграунд, который был накоплен после того, как он ушел в администрацию президента. Но в том-то и дело, что один человек, он может, так скажем, создать предпосылки, он может создать возможности, но дорабатывать системно это должно не только правительство, это должны все структуры. Потому что те же самые муниципальные практики, они сегодня тоже на федеральном уровне рассматриваются, оцениваются, и в зависимости от того, кто что предлагает, и отношение к регионам складывается. Если там действительно мы видим, допустим, вот по тем же моногородам, где-то администрации работали на опережение, и где-то они были локомотивами этого процесса, а где-то так, вдогонку уже, ну вот, если получилось, может быть, и у нас получится. Поэтому здесь не надо все сводить только к главе, там, к правительству республики. Это задача всех структур власти, и муниципальных, и региональных, и в том числе и тех представительств федеральных органов управления, которые есть, чтобы республика участвовала во всех этих программах, получала, была на хорошем счету, и здесь ни у кого не вызывало сомнений, что там приход федеральных денег приведет там, к каким-то эксцессам или что-то будет неправильно сделано, а все бы понимали, что да, вот здесь будет образец того, как эффективно очень целенаправленно эти деньги используют. Вот вообще вся эта система, когда ты должен ехать в Москву и там устраивать какие-то презентации своего региона, чтобы получить деньги, насколько можно вообще рассчитывать, что однажды это изменится? Потому что сейчас в результате, да, все деньги сосредоточены в Москве, а ты, по сути, должен ходить и клянчить. В политике ничего не бывает навсегда. Всегда бывают какие-то изменения, всегда что-то там устаревает, что-то бывает новое. Ведь у нас были времена, когда республика так, перешла на сбор всех бюджетных средств сама и уже выделяла федеральному центру то, что считала нужным. То есть всякая ситуация может быть, и мы ни от чего не застрахованы, потому что слишком много факторов работает в политике, чтобы сказать, да, вот это вот сделали, это будет навсегда, это никогда не изменится. Нет, это все меняется, потому что политика — это слишком человеческая. То есть в политике все делают люди. И в зависимости от того, какой интерес побеждает, у кого больше ресурсов, у кого больше там, понимания, концентрации, там, мотивации и всего для достижения той цели, которую они перед собой поставили, в зависимости от этого ситуация меняется. Регионы, которые в итоге участвуют в таких днях регионов, да, Совете Федерации, постоянно как-то там светятся на федеральном уровне, они просто понимают, что сейчас нет другого выхода, или они принимают эту ситуацию, и, в принципе, их все устраивает? Ну, всех никогда все не устраивает, потому что если вы что-то получили, хочется больше. Ну, есть правила игры, есть... ну, так скажем, то есть они, по сути, вынуждены работать реальное в том, соотношение что силы, есть. тот, кто лучше адаптируется к тому, что происходит, он и оказывается в большем выигрыше. Это, собственно, общее правило в природе и в человеческом сообществе. Если ты можешь что-то менять, то меняй, но если ты не можешь этого изменить, тогда адаптируйся к тому, что уже случилось, и тогда у тебя будет больше шансов на то, чтобы
свой интерес реализовать, получить больше дивиденды, получить лучшую позицию. Игра по правилам. Вот вы сказали про муниципальные власти. А вообще, насколько наши муниципалитеты сейчас республиканские, да, в рамках Башкортостана, если рассматривать, готовы к каким-то новым вещам, каким-то инновациям, какой-то работе над привлечением денег, в том числе федеральных, региональных? Мне кажется, это такая сфера, где вот люди просто сидят по много лет, они привыкли на такие царьки на местах, и вот у них все хорошо. Ну, это общая ситуация у нас в стране. У нас очень большая страна с большим природным потенциалом, и поэтому использовать то, что у тебя есть, всегда кажется проще, чем придумывать что-то новое и создавать какие-то новые там взаимосвязи, коалиции и так далее. Вот даже вопрос развития сельского хозяйства у нас, если мы возьмем, упование на то, что у нас большой емкий рынок. Дело в том, что на наш рынок приходит продукт, который у нас здесь не выращивается. Мы же покупаем те же самые апельсины и там какие-то другие продукты питания, которые, сегодня уже это общее дело. Те же специи покупаем. И в то же время другие регионы, которые экспортно ориентированы, вот, допустим, та же Белгородская область, если мы возьмем, там производство на одного работающего в сельском хозяйстве 8 миллионов рублей. Это данные, по-моему, 2017 года. У нас по 2017 году 360 тысяч. Вот различия в зависимости от того, какие технологии используются в производстве. И поэтому вот само понимание, как привлекать инвестиции, у нас очень-очень в таком зачаточном состоянии. Это не только, кстати, на муниципальном уровне, это и на республиканском уровне тоже. Потому что инвестиция хороша тогда, когда она ведет к какому-то качественному изменению в экономике. Просто поддержание ситуации. Вот, допустим, та же Индия, если мы возьмем, у них очень интересная система привлечения инвестиций. Они дают большие налоговые льготы тем инвесторам, которые вкладываются, развивают у них новые технологии или дают выход на новые рынки. Там очень большие налоговые льготы. Если человек приходит, так скажем, и развивает ту технологию, которая в Индии уже есть, или там он работает на тот же самый рынок, то на общих основаниях. Иностранный ты инвестор свой на общих основаниях. А если ты приходишь и начинаешь забирать рабочие места у других, в Индии же огромное перенаселение, и поэтому там очень специфический рынок труда. Допустим, они дополнительные налоги у них есть на башенные экраны в строительстве. Они предпочитают, чтобы люди там пешком ходили на эти верхние этажи, носили грузы, но люди заняты, они работают, они там не безработные, не бандитствуют на улицах и считают, что лучше так решать социальную проблему. Так вот, если приходит инвестор, который говорит, нет, зачем мне такая модель, не хочу, я вот поставлю кран, тогда дополнительные налоги. Вот поэтому и по инвесторам, если мы посмотрим, как себя инвестор ведет, он ведь, любой инвестор, который приходит, у него задача получить прибыль. И если мы посмотрим нашу историю, вот, допустим, до 2017 года, у нас промышленность развивалась в основном за счет иностранных инвесторов. И всегда вывоз капитала это мы сейчас про в России, Россию. в Российской империи. И всегда вывоз капитала был выше, чем ввоз капитала. Откуда вот эта вот идея с золотым рублем, который там Вита пробил? Просто иностранные инвесторы говорили, вот мы заходим, у вас рынок емкий, все замечательно, но у вас рубль, он не котируется. Вот дайте нам какой-то такой продукт, который мы могли бы вывести. Не только там валюту, но и что-то другое. И вот они пролоббировали введение золотого стандарта. Это было минусом в общем для развития страны, но зато иностранный капитал получил дополнительные гарантии, что он вывезет прибыль из страны. И вот поэтому, опять же, любой инвестор, который приходит, надо иметь в виду, что он будет возить прибыль. А вот какую он прибыль будет возить? Одно дело, когда он здесь произвел, продал на зарубежном рынке, а с этого получил прибыль, но и мы тогда получили прибыль. И совсем другое дело, когда он все сделал на нашем рынке, и от нас забрал прибыль. Вот насколько это выгодно, насколько это интересно. Вот. А если мы сегодня говорим о моделях привлечения инвестиций, то у нас не различают, какие технологии приходят вместе с инвестором. То ли это технологии 3-4 технологического цикла, то ли 5-6. А это большая разница, потому что если мы говорим о технологиях 5-6 цикла, это перспектива, это
действительно развитие и общества, и науки, и образования, и социальной сферы, и качества жизни и так далее. А если мы говорим о прежних технологиях, то это стагнация, по сути дела. То есть мы ничего не развиваем, мы как белка в колесе прокручиваемся и все. Поэтому с этой точки зрения у нас пока на инвестиции не смотрят. Не понимают, что основная инвестиция – это своего инвестора. Вот почему в Татарстане объем инвестиций в 2 раза выше на душу населения, чем у нас в республике. Потому что там очень активно занимались поддержкой своего инвестора, местного инвестора, который заботится о том, чтобы развивался его район, его городок, там, его предприятие здесь. Они не ориентированы на то, чтобы уходить из этого региона. Они ориентированы на то, чтобы все, что они получили, вкладывать опять в этот регион. В общем-то, нормальная ситуация, когда 80% инвестиций делается теми, кто работает, живет в этом регионе. Мы же тоже говорили про какие-то парки для инвесторов, которые будут развиваться. Это говорили. Вот здесь. Смотрите, пример акрилового производства в Салавате. Замечательное там прпроизводство. Для нас это такая региональная инновация, потому что у нас до этого продукт не производилось. Да, в мире он производится, это там ничего особо нового нет. Но получилось так, что вот создали большое производство, а вокруг него никакой кластер не образовался. То есть вот из этого полуфабриката не формируется более такой интересный продукт с добавленной стоимостью, а он весь уходит за пределы республики. И поэтому получается, что вот эта инвестиция, она не дала толчок к развитию того же среднего малого бизнеса в Салавате. «Газпром» вложился, он как бы получает с этого. А регион, он должной отдачи не получил, потому что этим вопросом не занимались. Значит ли это, что у нас просто люди в правительстве не знают, как надо правильно делать, и некому Они там мотивации не имеют. Потому что если мы берем понятие там, кластерное развитие, так об этом говорили еще в 2007 году. Это же старые вещи. Это абсолютно. Вот пример акрилового производства — это пример того, как кластер не создали. Если мы говорим о так скажем, подразделение инвестиций по технологическим циклам, это тоже давно известная вещь. Но где там в KPI или еще где-то в отчетах правительства есть вот эти обязательные показатели? То есть какие инвестиции вы привлекли? Вы привлекли инвестиции, которые создают там высокооплачиваемые рабочие места, или это те инвестиции, которые создают там, вернее, опираются на то, что есть дешевая рабочая сила, и вот на базе этой дешевой рабочей силы мы будем работать. Вот посмотрите, как Китай изменился. Они в 2008 году поменяли парадигму экономического развития, то есть если у них до этого главный драйвер развития это был зарубежный рынок, прежде всего США, то в 2008 году и финансовый кризис их заставил так поменяться. Они главным драйвером развития сделали свой внутренний рынок. А это было чревато тем, что надо было увеличивать зарплату, потому что внутренний рынок растет тогда, когда у вас люди получают большие доходы. Тогда этот внутренний рынок становится более финансово емким. И Китай отошел от модели дешевой рабочей силы. То есть сегодня средняя зарплата по Китаю $1100. Они опередили нас. И если мы там 50 лет назад говорили, ой, какой Китай нищий, бедный, и как там вообще можно жить, то сегодня они уже на нас смотрят и говорят, вы, так скажем, слабее, нас. Почему? Потому что это системная работа. Это работа с пониманием, какие отрасли производства должны получить дополнительное развитие. Это понимание, какие регионы. Вот у них там есть 5 регионов, которые ушли уже в постиндустриальное развитие. У них есть регионы, которые еще в аграрном развитии. Они все это понимают. И в свое время у них была тоже такая дилемма: равномерно развивать все регионы Китая или дать возможность каким-то лидерам уйти в отрыв, а остальные пусть их догоняют. И они поняли, что оптимально все-таки модель разноуровневого развития, потому что не везде одинаковые условия, не везде там одинаковый интерес у тех нас самых возможно, инвесторов. что такая модель появится когда-нибудь? Возможно, в Башкирии. но это только в том случае, когда будет понимание, что это сложная система. То есть это не так, что давайте мы одного инвестора приблизим, его оближем, и все замечательно. Нет, инвестор приходит туда, где он видит, что есть перспектива, где работает все в комплексе. Мы сейчас вынуждены прерваться, уйти на новости, после них вернемся и продолжим наш эфир. Я напомню, что в гостях у нас политолог Владимир Савичев.
Москве 13 часов 30 минут. Краткий выпуск новостей в эфире «Эхо». Добрый день. Совет Федерации не принял закон о хостелах. Сенаторы предложили доработать его в согласительной комиссии и перенести срок вступления в силу на 1 января 2020 года. Как сказала спикер Валентина Матвиенко, нужно дать время бизнесу цивилизованно подготовиться. Согласно законопроекту, который приняла Госдума, размещать хостелы и гостиницы в многоквартирных домах разрешается при условии, что помещение является нежилым и имеет отдельный вход. Следователи МВД Дагестана завершили расследование уголовного дела в отношении 4 обвиняемых по делу о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в 2017 году. В ближайшее время оно будет передано в суд, сообщает ТАСС. Один из фигурантов дела Хидернабей Казоев заявил на допросе, что это было покушение на заказное убийство, а заказчиком был шоумен Максим Галкин. Об этом сообщила сегодня газета «Коммерсант». Галкин назвал публикацию в «Коммерсанте» фантазией и весенним обострением. Директор Киркорова Геннадий Рыбак в беседе с «Урару» сказал, что поводов для комментария нет, цитирую, «это полнейшая чушь». Палата представителей Конгресса США одобрила 4 закона, которые направлены против российских властей и лично президента Путина. Один из законов требует от директора национальной разведки за полгода подготовить для конгрессменов отчет об активах Путина. Второй запрещает правительству США юридически или фактически признавать Крым российской территорией. Еще одна резолюция содержит призыв к России провести международное расследование убийства Бориса Немцова, а Белый дом ввести санкции против предполагаемых организаторов и исполнителей преступления. Компания «Эфиопские авиалинии», которой принадлежал разбившийся Боинг 737, отправит за границу на расшифровку данные черных ящиков самолета. Вероятно, это будет одна из стран Европы. Впрочем, власти еще не определились, с какой страной будут сотрудничать в этом деле. В результате крушения Боинга погибли 157 человек. Это уже вторая катастрофа самолета подобного типа за полгода. Десятки стран ввели временный запрет на полеты Боинг 737 МАКС. С сегодняшнего дня к ним присоединилась и российская авиакомпания S7. Родственники американского школьника Ника Сэндмана подали иск к CNN, сообщивший о том, что подросток издевался над участником марша индейцев Натаном Филлипсом. Истцы обвиняют CNN в распространении заведомо ложной информации и в том, что телеканал не предпринял никаких усилий для ее проверки. Семья Сэндмана требует компенсацию в $275 миллионов. Ранее аналогичный иск был подан газете «Вашингтон-Пост», от которой истцы требуют $250 миллионов. Сам 16-летний Сэндман категорически отвергает предъявленные обвинения. Он утверждает, что его действия неверно интерпретировали СМИ. Свидетели, а также руководство школы, проводившее внутреннюю проверку инцидента, подтвердили, что подросток не делал ничего оскорбительного. В Москве в ближайшие сутки переменная облачность, без осадков, ночью -7-9 градусов, а днем +1, +3. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы». Все, чем живет башкирская благосфера, расскажет Евгения Куцуева в программе «Блок-аут». Каждый четверг в 14:35 на «Эхе Москвы» в Уфе. По понедельникам и четвергам после 13 часов в студию «Эхо Москвы» в Уфе приходят те, кто хочет сделать наш город лучше. Слушайте совместную программу «Эхо» и Центра современного искусства «Облака» «Парк искусств». Ведет программу Валерьян Гагин. Открой журнал «Дилетант», окунись в глубины мировой истории и в мир увлекательных событий. Журнал «Дилетант» — это твой спутник и помощник в познании истории страны и мира. На страницах журнала ты найдешь ответы на загадки истории, инфографику, красочные иллюстрации, историю оружия и еды. Увидишь исторические события в комиксах, разгадаешь кроссворд, узнаешь о новинках кино и литературы. Куда сходить и во что поиграть? Стань интересным собеседником. Покупай журнал «Дилетант» в гипермаркетах и киосках печати нашего города. Для лиц старше 12 лет. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Косуля. Коралай. Косуля из национального парка. Милли парктагы Коралай. Косуля из национального парка. Милли парктагы Коралай.
В национальном парке Башкирия сняли на видео косулю, которая мордочкой раскапывает снег. Башкортостан милли паркында мороны менән кар сыгып торган коралайды видеога төшереп алгандар. В национальном парке Башкирия сняли на видео косулю, которая мордочкой раскапывает снег. Башкортостан милли паркында мороны менән кар сыгып торган коралайды видеога төшереп алгандар. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Персонально ваш. Продолжаем программу «Персонально ваш». Меня зовут Елена Черкова, а персонально ваш сегодня политолог Владимир Савичев. +7 927 304 1051, номер для ваших смс-сообщений. Пожалуйста, не забывайте подписываться. И я напомню, что у нас трансляция идет на Ютубе и на Фейсбуке. Давайте немножко про выборы сейчас поговорим. Полгода у нас остается до этого события. Как вы думаете, кто на эти выборы заявится от парламентских партий? Будут это кандидаты местные, региональные, либо это все-таки будут какие-то федеральные политики, которых наши партии пригласят? Ну, вот мы с вами же говорили о том, для чего надо работать с Москвой. Вот в том числе для этого и надо работать с Москвой, чтобы здесь ситуация была вполне предсказуемая, чтобы было понятно, что республика не представляет интерес с точки зрения каких-то там политических процессов такого радикального характера, когда там что-то полностью переделить, что-то полностью там поменять и так далее. И поэтому в зависимости от того, как будет складываться вот этот вот контакт с Москвой, и будет определяться круг участников. Угу. Понятно, что любой человек, который всерьез хочет претендовать на то, чтобы выиграть выборы в регионе, он должен не только заручиться поддержкой местных элит, но и понимать, с кем он будет потом взаимодействовать с Москвой. Потому что выиграть для того, чтобы оказаться в полном тупике, ну, это не очень выгодная стратегия, потому что вы затратили огромные средства, и что вы в итоге получите? Ведь если мы посмотрим на самые конкурентные выборы, которые, ну, почти самые конкурентные выборы у нас были в 90-м году, на те выборы, которые в 2003 году у нас были, то там, ну, так скажем, основные оппонирующие конкуренты, они под $100 миллионов затратили. То есть откуда такие ресурсы возьмутся у оппонентов, которые, ну, допустим, захотят серьезно туда прийти? Угу. Они могут найти эти деньги только в том случае, когда они получат, ну, некий сигнал о том, что да, здесь возможно, здесь надо, так скажем, поучаствовать, и тогда они зайдут. Если такого сигнала не будет, то и серьезных оппонентов не будет. Угу. А кого выдвинут партии? Ну, партии могут выдвинуть кого угодно. Сегодня, вот даже вот ситуация по Приморью, ну, не выдвинул там КПРФ кандидата, который, так скажем, набрал большое количество голосов. Тем не менее, он никуда не потеряется. Это КПРФ потеряла там, а нет кандидата, потому что он уже создал вокруг себя и систему, и определенное реноме, и все прочее. И он в политике, если он достиг уже такого показателя, он дальше будет. Поэтому кого выдвинут партии, ну, вот ключевой момент. Если это будет просто проходная фигура, то там лейбл КПРФ, ЛДПР или еще какой-то другой партии не сработает. Ну, давайте попробуем все-таки хотя бы пофантазировать, да, если вот так возможно, кто все-таки может составить Радио Хабирова конкуренцию от парламентских партий нашего Курултая, да, которые представлены у нас в Курултае. Вот КПРФ, например. Кто бы мог от этой партии пойти? Вот сегодня в обществе, в российском, ну, у нас при республике надо отдельный замер делать, 27% людей — это те, кто хотели бы возвращения к некому там курсу строительства коммунизма, и порядка 32% это те, кто хотел бы вернуться к социализму. 62% избирателей говорят, что нет той партии, которая выражает их интересы. У нас, может быть, немножко другие цифры по региону, потому что есть свои нюансы. Но вот это как раз и говорит, что на левом фланге тот же КПРФ
вот этот левый запрос не реализует. То есть, казалось бы, да, вот эти люди, они таких левых социальных взглядов, казалось бы, это потенциальный электорат КПРФ, но те же самые люди говорят, нет, мы не видим там людей, лидеров, которые бы отражали наши позиции, интересы, в которых мы бы верили. Это и ответ, что нет там таких на сегодня лидеров. То есть от КПРФ вы не видите какого-то конкретного кандидата, который... Нет, кандидат я вижу. Не, ну то есть фамилию какую-то, да? Другой вопрос, кто мог бы? Может ли он реализовать тот запрос, который есть? Угу. Вот пока такого человека, такого там лидера там нет. Александр Ющенко не подходит под эти описания? Депутат Госдумы от КПРФ. Мы еще раз говорим о том, что большинство населения сегодня говорит, ну нету той партии, которая реализует наши интересы. А Александр Ющенко, он не является в общественном сознании каким-то таким идеологом, который предложил какой-то там новый проект или там новое видение ситуации. Он не является организатором, который создал бы большую такую крепкую структуру. Он не является человеком, который харизматичен. Он элегантно выглядит, все прочее, но не уверен, что вот этот образ очень сильно притягивает там, наших жителей там, малых городов или села. Вот поэтому, да, он может выдвинуться, но тот запрос, который есть в обществе, это не про него запрос. То есть он получит тот ядерный электорат КПРФ, который у нас есть в республике, но не более того. От ЛДПР? То же самое. Ивана Сухарева называют в качестве возможного кандидата. Что про него можете сказать? То же самое. Это человек, который в обществе не воспринимается как лидер. Да, есть ядерный электорат ЛДПР. Он его получит. Те люди, которые по каким-то причинам хотят голосовать за ЛДПР, привыкли голосовать за ЛДПР, они, конечно, проголосуют за него. Ну и все. Но этого недостаточно для того, чтобы получить большинство. Этого недостаточно даже для того, чтобы создать ситуацию второго тура. Даже в совокупности, если все вот уже известные действующие там, лидеры парламентских партий и непарламентских тоже, если они даже все в совокупности выставятся, это будет недостаточно даже для того, чтобы создать ситуацию второго тура. А другие парламентские партии, «Справедливая Россия», «Патриоты», «Зеленые», они вообще, на ваш взгляд, будут хотя бы пытаться кандидата своего выставить? Есть смысл? Пытаться будут, пожалуйста. Даже если все партии выставят своих кандидатов, в данном случае, даже в совокупности, общество сегодня не видит в них той политической силы, которая бы давала перспективу. Вот в Хабирове они ее видят? Да, в этом-то и секрет резкого роста его рейтинга. Откуда эти данные? Что они видят? Ну, кто-то прям ходил по Уфе и спрашивал, грубо говоря, у жителей Уфы, видят ли они в Хабирове? Есть соцопросы и есть работа с фокус-группами. Почему? В чем мотивация? А кто их проводит? Я сам по инициативе эти фокус-группы проводил. Ага, окей. Вот. Проводят эти фокус-группы у нас социологи. Не все результаты я знаю, поэтому сразу могу сказать, что там, о каких-то цифрах я не могу сейчас говорить. Вот. Но то, что есть заметный рост рейтинга, это безусловно. Вот. То, что практически обнулился рейтинг предыдущего главы региона, это тоже безусловно. То есть, Рустем Хамитов, вы имеете в виду? Да. То есть он не является фактором, который на этих выборах будет на что-то влиять. Вот, допустим, то, как прошел юбилей... Я, извините, перебью вас сразу. То есть имеется в виду, что если Рустем Хамитов вдруг поддержит какого-то другого кандидата... Это не будет иметь никакого значения. Окей, все, да, пояснил просто. Вот. Да. То есть сам, конечно, он двигаться не будет. А вот, допустим, поддержка со стороны Рахимова для кандидата, это важная поддержка, потому что то, как прошел его юбилей, выяснилось, что он, в общем-то, затронул эмоции, какие-то сопереживания очень многих людей. То есть он не оставляет равнодушным. И соцсети очень активно бурлили. То есть это был тот повод, когда люди высказывали свою позицию. То есть это лидер общественного мнения, несмотря ни на что. Хотя, понятно, он тоже не сам выставляться не будет, ни такого какого-то кандидата нет у него, чтобы там было понятно, что вот этот кандидат именно от этого человека. И в этом отношении первые шаги ныне действующего в Рио главы
что он пошел навстречу и как бы объяснил предыдущие отношения, это тоже определенный плюс в его образ, дополнительный, так скажем, процент в его рейтинг. Пока то, что он делает правильно. Другое дело, что выборы будут в сентябре, не сейчас. А как ситуация будет в сентябре складываться, она может очень по-разному сложиться, потому что можно преодолеть пик популярности до выборов и там уже пойти вниз. Вот, поэтому сегодня пока нет такой ситуации, чтобы там говорить о том, что вот есть какая-то напряженность с точки зрения там, конкурентной борьбы? Конкурентной борьбы, да. Она будет, конкурентная борьба, есть разные электоральные сегменты, есть люди с разными взглядами, с разными позициями, они выскажут свои позиции, но их не так много, они не консолидированы для того, чтобы действующий в РИО главы ощущал, что да, вот есть какое-то очень мощное такое электоральное пространство, где он не воспринимается, и где есть лидер, который это пространство может консолидировать. Вот этого нет. Вот как раз по этому поводу хочу попросить прокомментировать выражение вчерашнее координатора штаба Навального Лилии Чанышевой. Была она у нас на эфире, сказала, что они намерены поддерживать, именно штаб Навального, команда Навального здесь в регионе, они намерены поддерживать любого, абсолютно любого кандидата, который составит реальную конкуренцию Радио Хабирову. И она сказала, что независимо от его политических предпочтений, от его принадлежности к какой-либо партии, они эту поддержку будут оказывать и будут советовать людям голосовать вот именно за этого кандидата. Насколько, по вашему мнению, вообще такая позиция для оппозиции, реальная оппозиция, она правильна, характерна и правильна? Еще раз вернемся к этим цифрам. Если бы на сегодняшний день тот запрос, который есть в обществе на политическую силу, которая там отражает интересы больше 60% населения, был реализован Навальным, то мы бы видели... Они не говорят, что это будет Алексей Навальный. Нет. Я имею в виду, штаб Навального — это уже как бы определенный лейбл. Штаб то именно, окей, есть лидер, есть некий, так скажем, политик, который привлекает к себе определенную часть избирателей. Вот они, по сути, уже окуклились. То есть тот ядерный сегмент электората, который готов идти за ними, он сформировался, он есть, но он очень мизерный. И их реальное влияние — это порядка 2%, не более того. Поэтому, да, они могут поддержать любого политика. Но давайте посмотрим антирейтинг. То есть если рейтинг — это вот 2%, это те люди, которые там могут пойти за ними. Это по России или по Башкирии? По республике. То антирейтинг гораздо выше. И поэтому вопрос, вот эта поддержка, она будет больше плюсом или минусом для кандидата, это очень дискуссионный вопрос. Это может быть и очень серьезный минус. В зависимости от того, как эта поддержка будет интерпретирована, в каких форматах она будет оказываться и так далее. Во всяком случае, эта поддержка, она не будет являться решающей с точки зрения, еще раз подчеркну, даже не выигрыша, а создания гипотетической ситуации второго тура. А вот вы говорите про рейтинги, Ростислав Мурзагулов говорил про огромные рейтинги Радия Хабирова. А их можно где-то посмотреть? То есть вот они прям есть в доступе? Просто нет. В открытом доступе не видел. Вот, это другой вопрос, да, сразу о доверии к этим рейтингам. Согласен. Но дело в том, что надо понимать сам механизм формирования рейтинга. Дело в том, что у нас в республике вот эта ситуация сохранения стабильности системы управления, она была, так скажем, продолжена. Если во многих российских регионах это все разрушилось в 90-х годах, и власть в этих регионах говорила, у нас же сейчас рынок, каждый сам за себя, каждый сам по себе, вот вы сами, мы сами, каждый решает свои задачи и так далее. И к чему это привело в том же Приморье, там, в Хабаровске, мы знаем, видим. То есть значительная часть населения поняла, что от власти не зависит, насколько они будут там хорошо или плохо жить, власть занимается своими вопросами, и тогда они сказали, хорошо, если власть от нас не зависит, то и мы тоже не зависим от власти, и мы можем иметь свое мнение по этому поводу, мы можем иметь свои предпочтения, то есть там разрушили вот эту систему взаимодействия между обществом и властью. У нас до 2010 года этого разрушения не было. Был, так скажем,
с одной стороны, некачественный пиар руководителя, очень удачно выступали те люди, которые создавали контрпиар, но вместе с тем, если посмотреть на стабильность ситуации, вот когда перед людьми стал такой очень острый вопрос, все-таки поддержать действующую власть при всех минусах и так далее, или сориентироваться на нового человека. При всей критике и так далее люди говорили, нет, нам, знаете, вот та стабильность, которая была, нам все-таки это дороже, потому что мы понимаем, что в ситуации, когда мы абсолютно не знаем, что с нами будет завтра, нам жить не хочется. Нам все-таки хочется как-то планировать, вот, где мы будем, где наши дети будут, что нам завтра делать, как там, на что ориентироваться и так далее, и так далее. Люди хотят предсказуемости завтрашнего дня. И вот эта ситуация, она у нас за 8 лет еще полностью не сломалась. И поэтому во многом рост рейтинга связан с тем, что пришел человек, который как бы поманил вот этой надеждой, я сохраню вот эту вот стабильность, я сохраню вот эти отношения, что власть несет определенную ответственность, что власть работает с обществом, не разрывает вот эти контакты. И он всячески демонстрирует, что да, он интересуется мнением людей, что для него важно сохранить вот эту стабильность, вот даже те же инициативы о том, что давайте мы сделаем асфальтированные улицы в поселках. Пусть там люди... Пусть одну. Вот. Но когда вообще нет ни одной, то это качественный прорыв. Я понимаю, мы в Уфе привыкли к тому, что асфальт — это никакая не инновация, это общее место и так далее. И так и должно быть. Но дело в том, что люди по-разному живут. И действительно есть деревни, где люди, выходя там из дома, одевают сапоги, потому что по-другому никак не пройти. И вот создать ситуацию, когда можно по-другому одеваться, я просто видел, как в школе, где до этого плюс 8 была температура, сделали капитальный ремонт, пришли учителя, они как будто помолодели. Вот там женщины, девушки. И они говорят, вот мы сейчас можем своим ученикам даже показывать, ну, вот, какой должен быть вкус в одежде. А зарплату они все еще не штаны. получают такую, которую Владимир Путин по своим майским указам требовал? Ну, я согласен с этим, что здесь не получает. Но ситуация, когда у вас комфортный 21 градус зимой в школе, или когда у вас... И зарплата 8 тысяч, это лучше, чем плюс 8 и 8 тысяч зарплат. Ну, естественно, это лучше. Дим Колпаков, наш коллега, просит у вас спросить, кстати, нужна ли... Не 8 тысяч, немножко там... Ну, я утрирую, конечно. Нужна ли Хабирову поддержка НОДА? Имеется в виду вчерашнее пикетирование штаба Навального. Я, если вы не в курсе, коротенько расскажу. Активисты Национально-освободительного движения пришли к штабу Навального уфимскому с плакатами, что ради и работой, там, вы вот грязью полили в Рио. Но это то же самое. У НОДА тоже очень небольшой сегмент электората, и они скорее, так скажем, сделали сам пиар себе, чем помогли в Рио главы. Вот. Ну, как бы они высказали свою позицию. То есть это небольшие, и с той, и с другой стороны, небольшие политические структуры, которые вот здесь вот они помогают друг другу немножко попиариться, немножко, там, скажем, заявить о своей позиции. Но это не ключевой фактор. Ключевой фактор, он все-таки в другой плоскости. Не в лозунгах, не в митингах. Ключевой фактор в ожидании людей, получат они какой-то для себя дивиденд от того, что они так проголосуют, или не получат. В чем дивиденд? Не только в зарплатах, но и в там, стабильности определенной, в том, что станет чище на улице, в том, что решится какая-то их проблема. Может быть, не только личная, может быть, какая-то коллективная проблема, которая есть у этих людей. И вот из этого люди выбирают. А вот такие лозунги там плюс-минус, ну, это интересует очень небольшой круг людей. У нас политизированных людей реально от 5 до 10%. И то 10 это очень-очень оптимистичная цифра. Вот поэтому большинство людей все-таки более прагматично смотрят на эти вещи. Минутка у нас еще есть. Салават спрашивает, возможен ли экономический рост при Хабирове? Вот если не поменяется сама система экономического управления, то нет. Что нужно сделать, чтобы она поменялась? А для этого надо понимать, что мы живем в рыночной ситуации. И поэтому любая республиканская программа, она должна быть ориентирована на то, чтобы ответить на вопросы. Первое. Как мы себя на этом рынке ощущаем? То есть на рынке, где будет продаваться продукция, которую мы производим, какой-то будет рынок труда, какой-то будет рынок инвестиций, какой-то будет рынок сырья и так далее. Вот когда программы будут писаться, исходя из этой парадигмы, мы тогда сможем понять, вообще есть у правительства видение,
куда мы идем в экономике, или это по-прежнему, так скажем, такое вот манипулирование цифрами, которое вроде кажется наукообразным, на самом деле оно не ведет ни к какому развитию. Экономика — это то, что делает человек. Экономика — это не цифра. Экономика — это наши потребности, экономика — это наша мотивация, экономика — это наши ценности. Вот это обсуждается, на самом деле, на экономических форумах так, серьезного уровня. Второй момент. Если мы для себя поймем, что нельзя зацикливаться в старой парадигме. Вот, да, республика, там, нефтепереработки и так далее, и так далее. Но сегодня идут новые отрасли. И сегодня, если мы посмотрим, самая динамично развивающаяся отрасль — это у нас цифровая отрасль. Это та же работа с большими данными и так далее. И тот же Яндекс, тот же там Касперский и так далее, они показывают эту перспективу, которая развивается. Вот в Беларуси там у них есть центр, который занимается этими цифровыми технологиями. И World of Tanks — это их разработка. Это 4-я по капитализации, так скажем, игрушка в мире. Но это работает. Будем заканчивать, к сожалению, наш эфир. Это был Владимир Савичев и «Персонально ваш». Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь.